هادن هابوست أمبش ماستا يبتي هوا ديالك تيك حمد باسدش نتسني بشتي ما قدر در أخناني شو دول ويجر يوجواش دور ياسخو aldıq vaxtı txolor bir yaxıl o nəni xuşa. مرفوع والعقبة شركة حوالي شركة فيسا دوخوي So festhalten einmal wachsen. Zeruluk elna vardı. Dinçani bençani bir bak. Şun dik hal. Мы продолжаем знакомить вас с героями ингушского нарского эпоса. Произведения мировой литературы рассказывают о различных волшебных существах. Но мало кто знает, что в ингушских мифах тоже встречаются интересные персонажи. Ингушский эпос, не уступая произведениям в стиле знаменитого писателя Джона Рональда Роэла Толкина, изобилует фантастическими подробностями. В мифологии ингушей можно встретить русалок, драконов, карликов, великанов, циклопов, одушевленные стихии, волшебных птиц и животных. В ингушских сказаниях и мифах встречаются не только интересные персонажи и сюжеты, но также отношение ко времени, к жизни, философия жизни, то, чем гордились, что ценили в прошлом, последующем и в настоящем. Говоря о нарском эпосе, мы в любом случае должны начинать с мифологии, потому что это, в общем-то, первый пласт, скажем так, религиозных представлений, которые вообще возникают не только у ингушей, это, в общем-то, алгоритм развития любых племен того времени. Вот. И даже, не знаю, хотите, самый, в общем-то, наверное, более понятный будет пример для всех, кто нас будет слушать. Алла Белла, например, да, собственно, мы их и сегодня как бы имеем только, и то очень редко, когда там вот детские считалки, например, вот там вот используются. Хотя никто и не понимает вообще, и не знает, в общем-то, что это было на самом-то деле. На самом-то деле это Алла Белла, это, в общем-то, руки мира, да, собственно, Села — это голова на севере, да, юг — это Гела, это ноги. А сердце, то самое сердце, которое, в общем-то, держит, это Диала. Диала, который огненное сердце, он Мялха Диала, он вертит этим миром, как веретеном. А веретено — это как раз-таки символ времени, это трансляция того, как, собственно, изменяется время. Поэтому вот самое простое, обязательно, если вы будете читать там миф, обязательно женщина, если будет, она будет веретено, она будет прясть. А прясть и прядение — это что? Символ времени, это цикличность, это означает, что она, как продолжательность рода, да, ткет эту нить судьбы, она сотворит этот род, производит его, это на многие-многие поколения. Идеала крутит этим веретеном, понимаете? Веретено — это символ времени, цикличности времени. Вот, поэтому, ну, как может быть еще, что еще может быть красочнее такого, да? Хотя Алла Белла, в общем-то, сегодня это, да, очень мало кто, например, о них вспоминает. Но самое последнее, что есть еще о них, на то, что они в итоге, потеряв какие-то свои функции, стали олицетворять духов пещер, которые обладают предсказаниями, могут, собственно, вещать будущее. Вот, и тот, кто услышал вот это предсказание, да, и захочет кому-то передать, чтобы как-то спасти друга, например, там один из мифов как раз-таки об этом говорит, да, он окаменеет, например, да. Вот тоже окаменеет. Сейчас вот если я сказала окаменеет, все наверняка вспомнят про эту медузу Горгону, которая там своими взглядами убивает там своих противников. А почему не вспомнить про своих, которые вот они у вас рядом, они ваши собственные, почему о них не говорите, о них не транслируете, почему не изобразить это все, ну, в тех же самых, не знаю, пещерах, скалах, ну, украсьте
тем же самым туристы будут завороженными слушать и смотреть, а как это было на самом-то деле. Села, который там жил в пещере, там Цейлом, например, пожалуйста. Каждого из этих, если брать, и в каждом обязательно что-то вы найдете, какую-то изюминку. Отношение ко времени у ингушей было особенным. Аналогию мы находим, например, с шумерами. Время с точки зрения ингушей циклично. Оно идет не вперед, а совершает полный круг. Все это отразилось в нарском эпосе. Так вот, по поводу времени, точка отсчета, то есть появление вот этого самого холма, это и есть точка отсчета во времени началось, с этого момента, да, и, собственно, это главный эпицентр, от которого человек дальше двигался, развиваясь, и, соответственно, он должен был, чтобы развиваться и дальше продвигаться, он должен был лицезреть эту точку отсчета. И поэтому наше время, это всегда обязательно, как бы мы идем спиной вперед, а не лицом. Потому что мы должны наблюдать за этой точкой отсчета. Поэтому все наши сакральные смыслы, самые важные, которые мы имеем, да, самое главное, о чем мы беспокоимся вот в нашей современной жизни, мы беспокоимся о том, что нас будет ждать в ином мире. Да, вот там мы работаем, все наши действия, поступки и так далее напряжены на то, чтобы там, в ином мире, как бы, получить эту самую благодать. Потому что, еще раз, мы двигаем, и поэтому это солярный круг, вот эти, да, у нас тоже, да, почасовой против часовой, это тоже отголосок того, как мы смотрим на это время, изначально, как это было заложено, как мы смотрели. Сегодня мы, конечно, так не смотрим, но тем не менее, мы двигаемся в древнем своем представлении спиной вперед, а не лицом. Потому что главное, это эпицентр, это то, что нас ждет, вот оно, иной мир, куда мы вернемся. Вот, откуда мы вышли, куда мы вернемся, в общем-то и целом. Поэтому это очень серьезные такие смыслы, которые не в каждом народе присутствуют, не в каждой эпических сказаниях, не в каждой мифологии есть. Вот, и эту красоту очень жалко, еще раз, красота — это даже бедное слово, в общем-то, чтобы охарактеризовать то, что мы имеем, и, к сожалению, не очень часто вспоминаем об этом. Вампыл-Сяса. На дне морского океана жил Вампыл-Сяса, морской царь. Рыбы в его владении по его повелению превращались в коней и, переплыв море, начинали пастись на берегу. Или воинами со всеми доспехами вступали в эпические сражения. Он сам мог находиться в воде и на суше, но далеко от воды уходить не смел. Сясу не так просто было убить. В груди у него был коробок, в котором прятались 9 воробьев, 9 его душ. И пока каждый из них не будет убит, все отрубленные части сразу же возвращаются, прирастают к прежнему месту. Однажды он захотел завладеть волшебным кольцом с пальца Селосаты, которое ей подарил громовержец Села. Кольцо отвечало на любые вопросы и показывало, где кто находится и чем занимается в настоящее время. У морского царя была ручная рыба – паринг, и он велел ей выкрасть кольцо у Селосаты, когда она будет стирать одежду у берега. Рыба так и сделала. Обнаружив пропажу кольца, нарты забили тревогу, оно им очень помогало в их ратном деле, но все понимали, что Сясу невозможно было победить. Кроме своего войска и конницы из рыб, а также мечей и пик, Сяса в бою использовал ядовитую слюну. Боялся он только огня, поэтому для того, чтобы его победить, Нарт Хамчипатрас достал из пещеры редкого красного жеребца и огненный меч, а чтобы парализовать его, Сата дала ему платок, который превращается в огромную сеть. Этой сетью он парализовал войско и его самого, а мечом, который выпускал огонь столбом, разорвал его грудь, вытащил короб и уничтожил всех воробьев. Душ Сясы. Кольцо вместе с морским золотом Хамчипатрас вернул Селосате. Много, в общем-то, вещей, они очень взаимосвязаны друг с другом. Я сейчас говорю о поздних вариантах, а когда вообще, собственно, человек возник и, собственно, стал, в общем-то, себя понимать и понимать свое окружение, пытаться ее осознать, это называется структурирование мира, да, вот. У нас как раз таки сложились эти представления о том, что сначала у нас есть мифы, например, замечательные, о том, как произошла Земля, как возникло небо, например, да, как, собственно, мир устроен, 7 небес, 7 земель. Сначала вообще все было слитно, вообще сначала было море, океан был, хотя мы сейчас с вами понимаем, что где мы и где океан-то, да, но тем не менее, эти слова у нас есть, значит, это опять-таки связано с тем, что мы как-то где-то соприкасались, как говорится, с этой водной стихией. Соответственно, сначала было море. Море — это и есть вот безумный хаос, где ничего, как бы все само по себе, и нет никаких правил, как говорится, сосуществования. А потом, собственно, поднимается небольшой холм, и, собственно, это и есть та самая первая земля. Опять, почему холм? То есть ни равнина, ни поле, написано холм. Почему? Опять, ровно потому, что мы сегодня с вами, видите, имеем эту трансляцию, что мы обязательно
хотим что-то на возвышенности. У нас в традициях обязательно раньше было понимание о том, что дом, который строится на скале, на холме, там, на возвышенности, он более предпочтительнее, чем тот, который на равнине. Да? И опять, из этого следует обряд, что кого надо пропустить, когда кто-то спускается сверху, ты должен его пропустить. Это все отражается в наших обычаях жизни. Вот. А начиналось все вот так. И первыми, кстати, существами, которые возникли, это, значит, птица и рыба. Трансформация вот этого образа рыбы, и есть вот один из вариантов, это ешпор, по сути своей. Потому что еще один вариант, это сармак. Сармак, змей, мы знаем, дракон. Лох-Бештольк. Все помнят известного героя Александра Сергеевича Пушкина из сказки «Руслан и Людмила», карлик с длинной и седой бородой, дающий ему волшебные силы. Причем его борода такая длинная, что многочисленным слугам приходилось ее носить. В ингушском нарском эпосе есть аналог – Лох-Бештольк. Лох-Бештольк – низенький человек, не выше ребенка, с бородой в 5 раз длиннее своего роста, с очень страшным лицом, очень сильный. Жил Бештольк в глубокой пещере, в темноте его волосы и борода светились, бородой своей он мог управлять, сбивать ею и хватать предметы. Его не брала ни сабля, ни кинжал. Его невозможно было убить. Чтобы его убить, надо было ехать 1,5 месяца до кургана Тамашборс. В новолуние туда приходила огромная волчица, лютоволк. Она начинала щениться, и в одном из этих волчьих щенков находилась душа Бештолька. Пришлось убить волчицу и вытащить сердце волчонка, чтобы разбить о землю, для того, чтобы Бештольк наконец умер. По поводу Ерда, скала, например, да, если мы будем сравнивать, параллели тоже можно привести, потому что, в принципе, все практически наши божества, они все обитают в пещерах. Пещеры считаются выходом и входом божественной силы. Но мы сейчас говорим о языческих, пласт описываем. В общем-то, это как раз-таки то самое первобытное время, это те самые тысячелетия до нашей эры, когда, в общем-то, наши предки жили и достаточно активно действовали на Центральном Кавказе. Поэтому, скажем так, оставлять этот пласт за пределами исследования, это по меньшей мере печально. И тем более отказываться от этого огромного, в общем-то, достояния, которое мы имеем и можем изучать, транслировать, тоже печально не использовать. Все эти божества, они есть следствие того, что человек пытался понять свое место в окружающей действительности. Ему нужно было сориентироваться в пространстве, во времени, понять, как прочувствовать это время, как и ввести его отчет, например, потому что это тоже не сразу же возникло. Самое простое, например, отчет времени, да, собственно, он тоже не сложился таким, как мы сегодня с вами имеем, естественно. Первые там были по 5 дней, там пятница, и, да, 2 пятницы встречаются, там, да, поговорки можете вспомнить, собственно, ровно для того, чтобы это календарный цикл соблюсти. Эти астрономические наблюдения за звездами там, и так далее, вспоминайте, пожалуйста, можете, там в горах вы увидите вот эти самые расположения этих склепов, они как раз-таки говорят о том, что они не просто расположены на каком-то холме или на какой-то горе, в общем, ровно потому, что там самое удобнее наблюдать за этими звездами, там, да, и, собственно, делать эти отметки. У нас были мудрецы, которые назывались зираками, да, мудрец, который вот как раз-таки следил, записывал эти все данные в звездных книгах. Это в нарском эпосе об этом написано, в ингушском звездной книге фиксировались эти данные. Если вы хотите в обрядовой концепции, как это транслировать, те же самые жрецы, которые имели посох, обязательный атрибут любого цу, да, это посох, где делалось, каждое жертвоприношение делалась определенная зарубка на одной из граней, да, и по количеству этих зарубок определял, сколько было жертвоприношений и, в общем-то, количество последовательности рода, потому что принадлежал обязательно представитель одного рода, должен был из числа жрецов быть, вот. И это был такая длинная, значит, шест и с этими тройным таким разветвлением на навершие. Это тоже календарные циклы, да. У нас есть, в общем-то, вот не дадите мне соврать, камни, да, где петроглифы, где как раз-таки отмечаются, не знаки даются, а именно вот эти черточки, точки и так далее, это отсчет мерного времени. Вот. А если мы будем про мерное время говорить, то, конечно, вначале у нас-то был лунный календарь, да, и потом он только стал, как говорится, солнечным, и смотрели за Луной, и поэтому Луна – это циклы 14 дней, 28 дней и так далее. И наш календарь, если мы тоже будем изучать, это каждый из них связан с хозяйственным каким-то атрибутом, деятельностью, да, которая именно имела отношение к этому времени, там, сезон покоса, там, ну и так далее, там разные варианты, да, вот. Поэтому
Жаль, когда эти глубокие смыслы, еще раз говорю, они трансформируются, иногда настолько, что думаешь, ну, я понимаю, конечно, современность, она имеет тенденцию влиять на культуру, от этого никуда не денешься, но при этом какие-то вот такие аксиомные, такие, скажем так, стержневые моменты, они должны остаться. Женские образы в ингушском нардском эпосе также интересны и самобытные. Села Сата. Села Сата, Сата, дочь Селы, была искусницей необыкновенной красоты. Так как она была связана с миром мертвых, она имела возможность беспрепятственно попадать в потусторонний мир и там, притворившись служанкой привратника мира мертвых Ежа, тайком уносила оттуда для людей семена злаков, ячменя, пшеницы, кукурузы и предметы рукоделия, наперсток, иглы, нитки, прялку и многое другое. Или идут в этот потусторонний мир, это обманывают эту Ешеб, чтобы добыть оттуда. Да? И, кстати, кто приходит-то? Не Малха-Аза туда приходит, естественно, да, если кто знаком с нардскими сказаниями, а Села Сата и Бортка Щертха, да, приходят. Вот. Тот-то, понятное дело, обманывает, но почему у нас именно Села Сата считается искусницей, там, рукодельницей там, и все такое прочее, понятно, потому что она принесла там наперсток, там, иголку, да, и все такое. Так украли-то они ее. Откуда? Из потустороннего мира. Украли, обманули Ешеб, украли и привезли оттуда, да, это вот эти самые благодатные вещи. Ну, ладно, случилось как случилось, но это опять-таки относится, эти мотивы относятся к уровню уже более позднему, потому что когда уже хитрость, когда уже там, да, вот эти магические действия стали играть большую роль, чем вот эта прямота, да, и открытость этих самых вампалов. Была у Села Саты соперница Малха-Аза. Малха-Аза была дочерью солнца. У нее было зеркало, которое она смотрела днем, питалась от него солнечным светом, а ночью светилась этим светом. Во лбу у нее светила звезда, а между лопатками находился месяц. Обе девушки хотели замуж за Халу. Халу им сказал, что женится на той, которая сошьет для его 63 нартов одежду за одни сутки. Так как Малха-Аза зависела от света солнца и не могла видеть ночью, Села Сата выиграла этот спор, соткав полотно из крапивы и сшив одежду за один день и одну ночь. Так Села Сата вышла замуж за Хала, а когда готовила себе постель из соломы, протащила ее по небу, где остался след в виде Млечного пути. Так и называется Млечный путь на ингушском языке. Села Сата Четукдя Ник – дорога, по которой Села Сата носила солому. Млечный путь не единственное космическое чудо, имевшее в представлениях ингушей связь с Села Сатой. Так, например, созвездие треугольника Вега, Денеп и Альтаир называлась Села Сата Божильки – треугольный хлеб Села Саты. По преданию, она пекла культовый треугольный хлеб, отвлеклась и передержала его на углях. Она была ведуньей. Ее отец подарил ей волшебное кольцо, которое показывало, где кто находится и чем занимается в настоящее время. Эти все мотивы, о которых сейчас описываю, они вообще укладываются в общую систему представления о времени, да. И мысль была, в общем-то, вывод, который я делаю, в общем-то, связан с тем, что первоначальные времена, да, вот эпоха медного времени, это изобилие благодати. Изобилие, потому что она была везде, она не была скрыта, да. И эта благодать присутствовала, если там вспомним тот же миф, например, Вампал говорит о том, что он там, его оживил Сеска Солса, там есть одно сказание, Сеска Солса его попросил, там, оживили его этого вампала, и, в общем-то, он был такой голодный, и попросил Сеска Солса дать ему что-то поесть. И тот ему, значит, дает этот краюху хлеба, тот съел и остался голодным. И тогда он попросил: лучше умертви меня обратно, потому что я не смогу насытиться. В этом мире нет этой благодати, которая бы могла бы меня утолить. Опять, ровно потому, что она была, вот, присутствовала повсюду. Да? И поэтому, когда, в общем-то, с этим связано, например, представление о том, что вот, когда сжимаешь эту землю, течет масло из этой земли, да, вот у нас есть там поговорки, там пословицы на эту тему достаточно много, оно оттуда пришло. Медное время сменяется эпохой железного времени, и железное время — это как раз-таки новые культурные герои, это нарты. Вот, они как раз-таки люди иного склада, и каждая смена эпох времени означает постепенную деградацию. То есть медное время сменяется нартами, и сами меньше, да, визуально они тоже, в общем-то, по сравнению с людьми, они-то крупные, да, большие
большого роста, телосложения, булатные там, и так далее, но они меньше, чем великаны, да, собственно, и потом железное время сменяется эпоха людей, это еще один виток деградации, вот, поэтому, потому что оскуднение земли, да, благодати. А куда делась благодать? Она ушла в иной мир, да, она трансформировалась туда, и там была закрыта вот этими медными вратами. И поэтому каждый раз нарты там пытаются, в общем-то, добыть эту благодать там всяческими способами, и не всегда, как мы понимаем, да, благородными, да, там много чего можно сказать, как они там ухищрениями там всякими занимались, обманывали. Это все по-человечески, короче, в общем-то, они ведут себя, да, ровно так, как и мы с вами ведем себя. Поэтому следующий уровень уменьшения благодати земной – это появление людей. Характерный перечень медных предметов в нартском эпосе указывает на его глубину в истории человечества. Задолго до Железного века женщина наполняет мукой медный наперсток. В селе проживает не кузнец, а медник. Нарты пьют расплавленную медь, чтобы умереть. Последняя тема не встречается больше ни у одного народа Кавказа. Кстати, нарты тоже, в общем-то, умирают ровно от чего? У нас есть очень уникальный по своему своеобразию мотив смерти нартов. Они умирают от питья расплавленной меди. Меди, обратно возвращаемся. Меди – это тот металл, который единственно мог их умертвить, потому что они пытались умереть разными способами, да. Там голод случился, в общем, оскуднение, как я говорю, да, вот очередной виток, да, оскуднение, уже они не могли найти себе пропитание, там, в общем-то, пытался там сескосолс и водяную мельницу, там что-то там нашел, и это, в общем, ну, это временный эффект имело. Да, в итоге они решили умереть, а как умереть-то? Умереть – это выпить расплавленную медь, металл предыдущей эпохи, только она могла умертвить новых железных нартов. Вот. Опять это характеризует вот эту смену эпох времени. По поводу времени вообще отдельная тема у нас, представление о времени достаточно сложное, и она связана, ну, самое вот красочное, что я могу вам сказать, это тоже написано в моей работе. Вампалы, например, ну, пожалуйста, да, великаны, вот они тоже относятся к периоду, скажем так, древнего времени. У нас время тоже классифицируется. Там сначала медное время, да, там, и вот как раз-таки вампалы относятся к периоду медного времени. Кстати, почему, например, когда собирали портал, да, невесте обязательно должны были быть медные кувшины, обязательно что-то она с собой несла, обязательно должно было медного цвета. Ровно потому что, опять-таки, это связано с вот этим солнцем, которое садится в зените. И медные врата, почему они не железные, не бронзовые, ну, не знаю, каменные, каких угодно можно было назвать. Нет, Ешеб обязательно охранять медные врата. Вообще, собственно, есть миф о том, что она вообще, у нее голова тоже медная была, например, да? Опять, потому что медь. И как раз-таки вампалы – это представители медного времени, самого первого периода. После там птицы, рыбы там, и так далее начинается вообще, собственно, плодородие. Эта птица прилетает, там, из экскрементов этой птицы начинают расти там эти самые деревья, леса там, и все дела, и так далее. Там много чего можно дальше говорить, как горы возникли и все такое. Но вот представители медного времени – это как раз-таки вампалы, великаны, одноглазые, значит, они пожирали, кровожадные, и все такое прочее. И вот сескосолс нам всем известный, он там сражается с вампалами, пока их там вообще, собственно, нарты все их не истребляют. Но на самом-то деле истребление тоже было интересным. Почему? Потому что, собственно, нарты – это представители уже железного времени. То есть это медное, это железное. И когда персонажи медного времени, они бесхитростные, они простые. Если они сражаются, они лицом к лицу сражаются, да? Они не привыкли прятаться там за скалами и так далее. Собственно, сескосолс, когда сражался там с вампалом, он возмущается, ну как, не возмущается, он там говорит ему: а что ж ты не спрятался? Он кидались они там чинарами, этими камнями, глыбами, а он принимал на себя, как говорится, этот удар. И вампалы отвечают, что главное, как бы, быть настоящим мужчиной, значит, это значит принять удар на себя, а не прятаться. А сескосолс, когда тот кидал в него чинар, он прятался за скалу там, и там таким образом выиграл. Опять это ровно потому, что меняется структура общества, да, у нас социальные какие-то моменты появляются, да, у нас появляется понятие хитрости. Хитрость – это колдовство. Колдовство – это магия, да, те, которые могут влиять на будущее. В общем-то, это представление уже о том, какой новый культурный герой вырастает. Нарты, которые не чураются, значит, да, не обязательно принимают судьбу, как она есть, прямым образом, а пытаются, значит, ухитриться, чтобы ее обмануть. Вот. Тоже интересные вещи. И они тоже как раз-таки характеризуют, как меняется, усложняется структура общества, племен, да, в недрах которых, в общем-то, эти образы возникали. Поэтому сармак, поглощающий солнце, это мотив, который характеризует племена выше на уровне государства,
государственной, с развитой земледельческой культурой. И, к сожалению, у нас ни одного сармака нет. Почему у нас нет визуального изображения? Ну, это же просто была бы красота, да, дракона. Ну, дракона своего, пожалуйста, не такого европеизированного. Потому что, в принципе, вампалы там тоже есть вариант о том, что они там огнедышащие, например, да. То есть у нас не обязательно он огнедышащий-то, вот. Но он обязательно благодать, несущий благодать. Вот. А благодать — это вода, опять-таки. А вода — это... Возвращаемся к тому, что мы говорили о том, что первая стихия, которая возникает, это океан, а вода, и, собственно, она приносит, она амбивалентна, то есть она приносит как и зло, так и добро. И поэтому идут именно куда? В воду военные походы нарты совершать, в океан, чтобы оттуда добыть, как говорится, эту благодать. Проблема изучения ингушского нарского эпоса остается актуальной. В первую очередь это связано с событиями середины XX века. Тяжелые годы депортации унесли жизни основных носителей народного фольклора – стариков. Именно в этот период происходит фиксация фольклора других кавказских народов. У нас сохранилось все в меньшей степени намного, опять-таки с учетом того, что нам пришлось пережить достаточно много чего, вот, и я имею в виду исторические вот эти трагические события, и они, конечно, не позволили нам вовремя заняться нашей непосредственно культурой. А как мы понимаем, если человека в доме долго нет, да, все, что он наработал и так далее, все, что он имел, да, все, как говорится, забирается другими. Вот. И поэтому сейчас очень сложно вообще, собственно, доказывать, как говорится, да, принадлежность тех или иных мотивов. И вообще включиться, скажем так, вот в эту систему Кавказской нартиады. Потому что нам, конечно, не отдают здесь никакое место. Применительно к ингушам объяснять, что мы как бы переняли. Не мы сами создатели, да, грубо говоря, а мы, в общем-то, какие-то элементы переняли, будучи, проживая там рядом там, и все такое. Но если мы будем говорить о том, что мотивы есть и уникальные, я, например, говорю, питье меди расплавленной, пожалуйста, вот он уникальный мотив. Но больше соприкосновений, конечно, есть, больше. Или еще в чем особенность и уникальность? Потому что именно благодаря ингушскому языку можно спокойно дать транскрипцию, понимание, да, тех или иных топонимов, еще раз гидронимов, которые присутствуют в нарском эпосе, даже тех же самых персонажей, имена этих персонажей можно перевести, например, да, с ингушского языка очень легко. Это делается без вот этих грубых натяжек, там, условно говоря, там, да, алон-белон. Всем прекрасно знаем, что у нас корень ал, он практически везде присутствует. Там, не знаю, тот же галь-ерды, возьмите ал, пожалуйста, да, диал, ал, опять там, да. Ну, у нас очень много этой морфемы, и она присутствует практически везде. Вот, и поэтому вот в этом смысле очень перспективно вообще заниматься вот такого плана, опять-таки, исследованиями. Но для этого, конечно, нужно время, нужны средства, никуда, грубо говоря, от этого никуда не деться. Вот, нужно как бы искать эти источники, добывать их, потому что, в принципе, очень много таких вот вещей, которые говорят об ареале обитания, пожалуйста. Потому что, еще раз говорю, глубоко историчен нарский эпос. Можете найти, в общем-то, какие-то там в этих же сказаниях, это, в общем-то, описание того, какие события происходили, да, которые были пережиты ингушскими обществами, да, в то или иное время. Ну, мифология это более древняя, да, я имею в виду сказания, которые ближе как бы к нам. Вот, и поэтому изучать их это просто одно удовольствие, и тем более находить вот это сопряжение и, в общем-то, территориальную привязку объяснять. Потому что вот я начинала про царцеат, это сплошь и рядом, это чми, это ларс, каждое местечко обязательно будет царцо, и с этой морфемой будет присутствовать. Ущелье название имеет. Это уже о многом говорит, мы можем делать далеко идущие выводы. Еще интересная тема связана с тем, что мы можем, в общем-то, давать объяснения, да, каким-то понятиям, как я говорила, да, которые присутствуют в нарском эпосе. И эти понятия очень интересны, и мотивы в том числе, да, имеют очень такое хорошее сопряжение, например, с культурами древних цивилизаций, той же там шумерской цивилизации, урартийцев, например, да. Очень много вещей мы там находим, которые, например, имеют вот такую прямую аналогию. Ну, там я говорила про Ерда, например, который бог скалы. Пожалуйста, у тех же, там же присутствует мотив о том, что это дверь, да, в общем-то, скала — это дверь, откуда, значит, выходят божества, да, в этот мир людей, например. Собственно, у нас тоже представление о том, что скала, оттуда у нас все выходят, и все у нас там божества там обитают, да, и все, что мы хотим такое вот связаться с каким-то вот божественным, это обязательно должны на гору взбираться, да, обязательно в пещеру заходить и что-то там проводить, какие-то ритуалы. Ну, в свое время это было, конечно, вот, и жрецы, в общем-то, для этого были нужны в том числе.
У нас бы язык не укладывался в эту систему бы. Мы бы не могли с помощью ингушского языка объяснять, в общем-то, те понятия, те термины, те имена персонажей, там, теонимы, гидронимы и так далее, которые в нарском эпосе присутствуют. Если бы эти сказания были привнесены нам. Наш язык говорит об обратном. Вот это единственное я могу сказать. В общем-то, это самый главный аргумент, и поэтому от него и стоит отталкиваться. Даже в этих сказаниях, в осетинской версии, есть сказание о том, что, в общем-то, до того, как они пришли, да, на эту территорию, здесь жил мифический народ Царцаат. То есть в самих сказаниях уже есть упоминание о том, что они пришли, и, собственно, до этого уже существовал здесь другой народ. Поэтому просто нужно искать, во-первых. Во-вторых, очень большая проблема в чем состоит? В том, что когда сбор этих материалов происходил, сказаний, да, а это было, конечно, очень сложное время, да, это, в общем-то, начало Великой Отечественной войны, вот, и, собственно, да, мы были депортированы и так далее, да, мы знаем нашу историю, и, собственно, сбор, который производился без учета того, с какой местности это сказание было собрано. Хотя, в принципе, упоминание до этого, это Миллер у нас основатель этой версии, и потом дальше у нас Клопрот и так далее, все путешественники начинали развивать эту идею об ираноязычности там, и так далее. Но когда уже фиксация произошла в таком собранном виде, да, то, соответственно, это происходило во время в 1944 году, и, соответственно, первый выпуск, как раз-таки «Нарские сказания», относится к этому периоду, после Миллера, я имею в виду. Вот. А там не было атрибутации, то есть там не было написано, условно говоря, кто конкретно давал описание, то есть какой сказитель, как имя, фамилия, какая местность, да, привязки нет, собственно, и поэтому Пфаф там даже в качестве рецензента был, и он как раз пишет о том, что настолько поэтизировано, да, что, в общем-то, больше предпочтение отдается именно вот поэзии, чем фактологии, да, непосредственно этих сказаний. И дальше, в общем-то, от этого пошло. Вот. И эту волну, вообще-то, целый отдел был создан, который занимался, да, сбором и так далее. Абаев возглавлял там и все такое. Это было целенаправленно, в общем-то, было сделано, на это выделяли средства и так далее. Поэтому сегодня в этом сложность в том, что мы не можем, как говорится, найти вот эти исходные позиции. Если было бы возможно провести эту атрибутацию, посмотреть, кто конкретно, то есть найти эти рукописи, например, ну мало ли, может где-то они есть в архивах, кто знает. Какие-то есть отрывки, потому что в газетах там были публикации людей, которые просто как бы там проходили, там, я имею в виду эпоха Миллера, например, да, до царского периода, да, которые писали там какие-то сказания, там, мы можем найти там, и там будет конкретно описываться 7 сыновей в юге, что далеко идти, да, пожалуйста, там, и, собственно, там очень много каких-то интересных вещей, да, та же самая сакральная цифра 7, да, она вообще присутствует практически везде, в нарском эпосе, в мифологии, и когда мы проклятие, мы обязательно 7 цифру используем, да, опять, но это сакральная цифра 7, опять связана с вот этим представлением о времени, как я говорю, лунный календарь и так далее. Поэтому сложность в этом есть. Если мы сможем, конечно, заниматься этой архивной работой и найти вот эти исходные данные, это тоже будет большим подспорьем. Но самый главный ключ – это язык. Конечно, с помощью языка мы можем как бы делать эти самые объяснения, да, находить вот эти доказательную базу, но это отрывки, их нужно соединять, их нужно делать общую концепцию, излагать, а для этого, еще раз говорю, возвращаясь, нужны время и деньги. К сожалению, вот то, что было начато там где-то в начале 20 века, да, вот Гарри Пёкин, например, там исследованием занимался, все было связано с такими альтруистическими побуждениями, и на этом-то и закончилась эта тема, и сегодня, к сожалению, она не транслируется. Вот я бы еще тоже хотела этот момент отрицательно отметить, потому что исследованием нарского эпоса практически это не проводится. Если оно и проводится, то только, опять-таки, энтузиасты. Я пыталась сделать так, чтобы это была моя главная научная работа, научное исследование, ну, в общем-то, не получилось. Вот. Поэтому то, что вот я написала, в частности, моя докторская диссертация, она вот как раз-таки посвящена древним религиозным представлениям ингушей, если уж вкратце говорить, да, мифологии ингушей. Это личная инициатива, но которая прошла успешно, и она прошла успешно за пределами Республики Ингушетия. Это малая часть исследователей, в общем-то, доказывает, да, о том, что, значит, нарские эпосы, мотивы, которые, в общем-то, в итоге сложились в эпос, как говорится, да, они являются творениями автохтонов Кавказа, кавказских племен Центрального Кавказа. Многие исследователи видят в этих сказаниях отражение археологических культур региона, своеобразную летопись давно минувших эпох. Однако, несмотря на богатую историю изучения, многие вопросы Нартиады остаются открытыми, особенно различия и параллели в версиях эпоса у разных народов.
Совсем недавно свет увидел масштабный труд кавказоведа Руслана Базуртанова, посвященный этой теме. Его работа открывает новые горизонты в изучении кавказского нардского эпоса. Вот этот материал – это результат исследований многих десятилетий. Мне уже за 6-й десяток лет я работаю по нардскому эпосу, по языку нашего народа, по этнографии давно. Хочу продемонстрировать, осветить, рассказать про него. Кавказский нардский эпос – это том 1 всего лишь. Вот он буквально на наших с вами глазах на днях вышел. Что я здесь сделал? Вот в этом материале что я сделал? Я сделал критический анализ всех существующих исследований по нардскому эпосу. За весь период. Это вот на протяжении 250 лет. Начиная с самых первых упоминаний, что какие-то там предания есть, это есть. Но я еще что даю? Я даю достаточную информацию для самостоятельного вывода каждому, кто ее будет читать. Я не делаю выводов, не утверждаю ничего. Вот это важно. Я каждому, кто эту книгу в руки возьмет и начнет читать, я ему даю возможность самому определить, кто такие нарты, какими они были, откуда они пришли, куда они ушли, когда они вернутся и так далее, и так далее. Это, в принципе, очень толерантная и демократическая подача материала. Важный вопрос не мое мнение, не мнение определенного круга исследователей, которые там какой-то регион представляют. Важный вопрос, как ученые, разные ученые, они преподносят генезис нардского эпоса. Какие хронологические рамки он указывает, этот эпос. Какая культура предшествовала созданию этого эпоса. Да, в чем его отличие, в чем его различие и так далее, и так далее. Вот я здесь почти на 50 страницах вот здесь это привожу. Конечно же, у ряда исследователей, описывающих разные версии эпоса, приводятся материалы, какие культы задействованы в сказаниях, что они говорят, какие археологические культуры. Если мы почитаем Петра Услара, что он пишет? Он пишет, что чем дальше в сторону от горы Казбек и центрального Предкавказья до Ряльского ущелья, тем слабее и менее яркие являются сами сюжеты эпоса. И острота вот этих сказаний, она, говорит, все глуше и глуше. Вот, например, Техов Баграт. В работе «Центральный Кавказ» в 16-10 веках до нашей эры, это еще эпоха бронзы, по имеющимся, он говорит, захоронениях с культурным изображением можно судить о древней флоре и фауне Кавказа. Следует отметить, он пишет, что все виды животных и птиц, которые встречаются на Кавказе в наши дни, переданы в этой древней бронзового века графике и скульптуре. То есть налицо что? Налицо преемственность флоры и фауны Кавказа в эпосе нартов и в захоронениях. Потому что в эпосе нартов же тоже вот про какого-то героя пишет, что маленькую горскую лошадь там описывает, или там маленькую эту горскую коровку свою повел там. Надо сказать, что вот есть отдельные темы, которые у меня не вошли вот сюда, да, в первый том. Но они ждут своего часа во втором таком же материале, он будет по объему такой же. Я думаю, что это на 3 части у меня этого материала есть. Что это за темы? Топонимы, язык эпоса, вершины, гидронимы, селения, этносы, имена вот этих героев. Вот по именам героев у меня есть выборки из словарей всех народов, в которых присутствует эпос. Да? Я по каждому имени, которое дублируется в разных версиях, которое не дублируется, я провел исследование. Эта работа в следующем томе ждет своей этой очереди. Потому что некоторые, например, исследователи версии, вот адыгские, они говорят, это эпос нас, потому что у нас там это указание сына там было, да. Но у нас, извините, не только кон, у нас Берснако там и Темуркот, у нас и Онгиш, и Коний,
Икани и так далее. Откуда идет там масса этих. Урко, знаменитый герой, который вернул барашков и тростник. Стороны света в эпосе, как описывают, это тоже важно. Локализация действий героев и самих героев, откуда они, что они. Очень интересная тема будет во втором томе. Указание на обозначение матери и отца, подавляющей массе вот этих версий разных национальных. Нана и Дада. Это вообще отдельная тема. У каждого народа есть свое указание, обозначение матери и отца, но в эпосе обращаются Нана и Дада. Вот этот вопрос надо исследовать. Сегодня мы познакомимся с некоторыми из самых ярких и необычных персонажей ингушского нардского эпоса. Эти герои не просто плод фантазии, они отражение древних верований, представлений о мире и моральных ценностей ингушского народа. Боткы-Ширтка. Один из самых интересных персонажей Боткы-Ширтка, чье имя переводится с ингушского как «ласка», и это не случайно. Ширтка – оборотень, способный превращаться в говорящую ласку. По преданиям, он обладал уникальной способностью проникать в мир мертвых – Эл, где черпал мудрость и знания. Для этого он использовал латунную тележку, словно ключ к потустороннему миру. Боткы-Ширтка жил рядом с синими озерами и, по легенде, мог исчезать в их глубинах. Но самое главное, он всегда помогал нартам, даже когда они были несправедливы к нему. Он был мудрым советчиком, способным рассудить и наставить на верный путь, не раз спасая их от гибели. Его образ – пример мудрости, смирения и бескорыстной помощи. Боткы-Ширтка. Там такого ожесточения нету, наоборот. Они иногда его защищают, иногда он их спасает. Даже вот этих знаменитых героев, когда их в скамейке клеем, обманом пригласили присесть, и они потом не могли оторваться, специальный состав клея был, который чем дольше сидишь, тем крепнет. И они потом, вот этот Боткы-Ширтка им спас. От людоедов, кстати, опять же. Маршал Догок сеск солс. Мершвагул батик ширтка. Хавали ширтка. Феса дохвай. Со фесалил ама ватсус. Цагулук элмел хорден. Дин чани бен чани пиот. Хинана. Ингуши верили, что в водах рек и озер живет Хинана, мать вод. Она предстает перед нами в облике существа, сочетающего в себе черты человека и рыбы. Хинана неустанно заставляет воды течь, и по поверьям, раз в год перед рассветом она засыпает на мгновение, а вода густеет. Если кто-то наткнется на эту загустевшую воду, у него есть всего секунды, чтобы загадать желание, которое непременно сбудется. Хинана могла наказать за неуважительное отношение к воде, за ложные клятвы и ругательства, но в основном она была доброй и плакала, когда на людей надвигалась беда. В ингушском нардском эпосе она – олицетворение силы природы, ее милосердия и справедливости. Еще один персонаж нардского эпоса – Хинана. Ну, конечно же, она там, но нельзя сказать, что она там где-то какой-то коварный этот метод применила. Она наоборот, вот эта Хинана, она наоборот старается уберечь вот этих героев, да. Но смотрите, если честно вам сказать, эпос и вода, эпос и море, он во многих версиях. Ну, там версий очень много, до того интересной версии. Если, например, ингушский эпос просмотреть полностью, да, там и много обозначено водных источников, реки, которые существуют сегодня на Центральном Кавказе. Они у нас в эпосе присутствуют. Присутствуют божественные, как говорится, сущности, которые являлись покровителями вод. То же самое, помните, я вам сказал, гидронимы. Почему это важно? Если, например, в быту тюркское денджис у осетин, а в эпосе форт. Почему форт? Почему не денджис? Понимаете? Там вопросов много. Тема голода в эпосе, этика народов в эпосе, вот она как проявляется? Есть ли параллели в смыслах и значениях слов или обозначений в эпосе? Это очень хорошая тема, у меня там тоже наработки хорошие. Флора, фауна эпоса, параллели в языках и культуре. Жер-баба. А теперь давайте познакомимся с одной из самых необычных героинь ингушского нардского эпоса – Жер-бабой. Эта старая вдова, потерявшая мужа и сына, предстает перед нами не просто как одинокая женщина,
а как воплощение мудрости и провидения. Нарты всегда обращались к ней за советом, и она заботилась о них как о родных сыновьях. خادن خابوس أمبش ما استوي هوا يلا كتير حمد واسدش نتني بستي ما قدر در أغناني شدو بيجر يو إجواش Дал мялях ду. دال دق دوختلشون تخلور دجيا خلو نالح خلشون. Удивительно, но у Жиар-бабы сохранились запасы муки в виде наперсточка и всего 3 ребра быка со времен благодатного времени, которые исследователи связывают с эпохой бронзы. И она, словно волшебница, умудрялась приготовить еду из этих скромных запасов, чтобы накормить досыта 60 железных нартов. Этот образ подчеркивает не только мудрость и заботу, но и способность к чудесному преображению малого в великое. В ингушском эпосе Жиар-баба – это персонаж, это умудренная опытом, с трагической, как говорится, судьбой женщина в годах, ну, которая пострадала, там, сыновей, мужа потеряла, там, это потеряла, она одинокая, да. Чем она прославилась? Она не только иногда спасала в походах, да, вот это, спасала там это, вот этих нартов, но она иногда им подсказывала очень правильные вещи. Вот, к примеру, какие? Если какие-то герои там задумали какое-то недоброе, она умела предугадывать. И она иногда этим ингушским нартам даже говорила: вот вы сейчас думаете, вот это сделать, не делайте, от этого хорошего не будет. Да, она их уберегала от зла. Да, да, это не в каждом эпосе, не в каждом эпическом наследии вот такие героини. Кстати, такая же подобная героиня присутствует в этом, в Калевале. Там же тоже вот эта знаменитая персонаж, вот эта старушка, да, который обращается, который Эльмарель вырос, вот, который сватался, да, кузнец. А вот эта героиня наша, она их иногда спасает, она их кормит. Вот она им, например, готовит еду. Как она готовит? Вот они еще нарты удивляются. Почему ты, говорит, бросила 2 щепотки, там, это 3 щепотки муки, ну, когда блюдо им готовят, и 2 ребра там положила в котел, а мы наелись все. Это от прошлого времени, когда вот такие злые герои, как вы, не совершали злых походов, говорят. Вот эти нарты наши, вот чем особенность вот этой героини? Нарты как перестали совершать походы и даже прекратили свое существование, как? Потому что она их упрекнула, сказала, пока вот такие герои не нашлись, говорит, у нас благо было, благодать была. Кстати, о благодати. Вот у ингушей вот это благо, оно и в жизни простой, оно и в эпосе имело несколько видов, несколько обозначений. Они разные были. Вот, например, ингуши, когда вот я лично сам слышал от одного ингуша-старика, такого с седой бородой, ему лет там 85 было. Он, когда на одну свадьбу пришел, он пожелал вот этой семье, чтобы их сноха, вот сейчас по-ингушски я скажу, а потом перевод сделаю. Вор дизел хочен фярлди, нусхолшен о хачиныш сега. То есть невесту, когда завели, вот этот старейшина седобородый сказал, чтоб она была, говорит, матерью способной принести вам 7 сыновей. Но фярлди – это процесс блага, знаете, что означает? Это благо, фяр – это благо сегодняшнее, вот этой жизни, да, ближайшего времени. Мял – это благо будущего, правильно? Мял хубым – это когда-то будет. Фяр – это благо нынешнее. Вот этот процесс фярлди, что это такое? Пусть она будет для вот этого фярла, для процесса невесты, да, способной для 7 сыновей. Это не просто родить 7 сыновей, вырастить и определить их в жизни. Вот это и есть процесс фярлди. А фяр – это просто благо. Ну, благо этой жизни, которое мы можем сейчас увидеть, которое мы можем там через некоторое время увидеть. А мял – это обязательно благо, которое человек сам и не увидит. Это ему там заслуги зачтется. Но у ингушей, оказывается, есть еще один вид блага. Благо, которое приходит нам за заслуги, которые совершили наши отцы. В ингушском языке это обозначает «дяшкар деса гаст». Отцы уже ушли. Оставшееся от этого отца благо
Мял – это благо, которое ты сам не увидишь. Оно тебе будет. Может, она тебе зачтется, может... Но все говорят, мял хубыгон, сделай вот хорошее дело, благо тебе будет, мол. Вот это благо у нас не говорят про него фяр. Про него говорят мял хубыгон. Мял – это благо, вот, которое будет. Фяр – это благо, которое мы можем увидеть при жизни. Мы или там те люди, которые сегодня вот за хорошее, за благое дело участвуют, видят все это, они могут это увидеть, потому что это случится в этой жизни. Да? А то, что от отцов вернется, как неожиданный подарок, дядькар да сагаст. Еще один персонаж, внушавший страх древним ингушам – Уннана, мать болезней и заразы. Эта безобразная старуха, шагающая по земле с переметной сумкой, никогда не улыбалась. Ее следовало задобрить, чтобы избежать гнева. По легенде, однажды обидевшись на неуважительное отношение, она наслала заразу, уничтожив почти всех ингушей. Поэтому про Уннану даже в ее отсутствии следовало говорить только ласковые слова. Постоянно в эпосе во многих версиях идет разговор о чашах. Поднесли чашу героя там. В храмах, в святилищах ингушей сохранялась масса культовых чаш и деревянных изделий с орнаментом, повторяющимся глиняных металлических артефактов из древних захоронений. Понимаете? Это и Крупнов, это и Леонид Петрович Семен, они все это описывают. Описывают это и Миллер, и другие исследователи. Да. Казенкова, исследователь, в работе «Специфика духовного мира кабанских племен» сообщает, это Москва, 2017 год, анализ конкретных вещей и их иллюстрации достаточно убедительно подтверждают наличие у племен кабанской культурно-исторической общности солярного культа в виде разнообразных знаков в бытовой сфере. Эти солярные знаки на знаменах ингушей, и на древних, и на современных. Столь же ярко и точно исполненное свидетельство из ареала кабанской культуры наводит на мысль о заимствовании древними греками поэтического образа трех граций с Кавказа, так же, как и мифа о Прометее. Но мы об этом, смотрите, вскользь говорим в этом томе. А в следующей книге обязательно будет большая глава о Прометее, о Корке, о героях. Да? То есть возвращение людям огня, возвращение людям способности жить. Этот же исследователь Казенкова в этой работе сообщает очень показательный пример одного из могильников. Богато погребальным инвентарем женской могилы номер 41, сложный по конструкции головной убор покойницы, в которой была воткнута бронзовая швейная игла. Ее нахождение здесь было бы совершенно непонятным, если бы не существующий до сих пор ингушский обычай, а именно способ от сглаза невесты к подолу свадебного платья ингуши до сих пор прикалывают булавку или иглу. Вот видите, это находится где? Бронзового времени захоронения. Является ли это случайным? Не знаю, это каждый может себе ответить. В ингушском нарском эпосе полноценную роль играют не только антропоморфные персонажи, но и животные. Особое внимание уделяется птицам, таким как голубь, тушолей, орел и другие. Нарты и голуби. Вот почему она интересная? Потому что в нескольких версиях эпоса вот эта птица имеет совершенно разные культовые ценности. Если, например, в ингушском эпосе, вот в нескольких сказаний, как там говорится? Говорится, а ну-ка, есть сказание, да, эпическое, как погибли, как обеднели Боровы. Потом, кого позвал вот этот, когда вернутся нарты, кого он там это попросил, помните, волка убил, там это, ворону убил, а кого он попросил воды ему в клюве, лесного голубя. В мировом значении, чем интересна вот эта птица. На Древнем Крите, Древнем Египте, Древнем Шумере, богиня Матери Земли, как она описывает, Иштар там, другие, в облике чем? Голубки. Или, например, египетские вот эти божества женские, да, они в образе чего? Нильской голубки. На Крите богиня с голубем, возможно, является прототипом Афродиты. То есть Афродиту сравнивают с голубкой. Если идет, например, толерантное, доброжелательное отношение в отношениях между народами, к
кем являются люди, которые много прикладывают сил и стараний для того, чтобы мир состоялся. Голуби мира, понимаете? Поэтому в этом вопросе много неисследованного. Даже у нас не просто там голубь, да? У нас в наших сказаниях описано, какой это голубь, какой у него цвет, что он хорошего делает. Я вам скажу больше. Из данных, которые дают этнографы, старики наши, оказывается, вот эти домашние дикие голуби, солсакок, кавказская горлица, аккок по-ингушски, аккок или солсакок, разные названия, они жили, оказывается, у ингушей вот на этих башнях, вот на жилых башнях, туда иногда вот эти остатки еды ложили они у них там жили. И вот представьте себе, на глиняном, уплотненном вот этом навершии вот этой жилой башни, они гнездились, они там, навоз, который они там откладывали, представляете? Оказывается, человек их приручал именно так. Для чего? Вот этот навоз шел для чего? Это для удобрения полей. Лучшего удобрения в горных условиях, где срок взрастания злаковых очень короткий, лучшего не было. В какой этнической культурной среде сложилась вот эта культура кабанская, которая, по утверждению многих исследователей, ученых, она являлась основой предтечи создания вот этого, зарождения этого эпоса. Вот здесь исследователь пишет на странице 188. На наш взгляд, кабанская культура в целом сложилась на основе местной культуры предшествующего времени. Далее продолжается на странице 191. Нет никакого сомнения, что эта культура является автохтонно кавказской и что ее создали аборигены кавказцы. Кем же были эти местные этнические группы, о которых он говорит? Балкарский исследователь Тахир Малаев пишет, что носителями кабанской культуры известные, говорит, как кавказионы, являлись прямыми предками в войнах.